В условиях ограничения поставок продукции из-за пределов страны собственное сельскохозяйственное производство становится важнейшим фактором в поддержании устойчивости всего народного хозяйства России. В Коми есть предприятия, снабжающие продовольствием республику, районы или ближайшие поселения. В Усть-Вымском районе таких 4. Ферма Имзари Дарсали снабжает магазины и бюджетные учреждения молоком, мясом, сыром, свежим хлебом и выпечкой. Ольга Коняева передает из Оквада. Доят на молокопроводе сейчас, и облегчилась работа, и доярки вот так бы рады, то, что мы переехали на эту ферму. Новую ферму в Окваде Имзари Дарсали построил 2 года назад. Очень помог грант от Минсельхоза – 12 миллионов рублей. Ферма не роботизированная, но это даже плюс. Стабильный заработок для 8 жителей Оквада. Населения в поселке мало, как и работы. Условия комфортные. Охладитель с автоматической мойкой. Времени на работу у доярок теперь уходит всего-то 1,5 часа. И тяжелые фляги с молоком поднимать не нужно. А объем приличный – больше 300 тысяч тонн молока в год. Ферма вот построена на 100 дойных коров, на 100 голов. И вот на сегодняшний день где-то около 1000 литров молока доим. Реализуем в садике в район и в школе. И так немножко на переработку, немножко так молзавод сдаем. И Сыктывкарский Белая Поляна. Дед Имзари Дарсали в родной Грузии держал большое стадо – 800 голов. Есть на кого равняться. Коми для Имзари стала 2-м домом. Здесь супруга, дети и планы, конечно, развиваться здесь. Приехали из Республики Грузию в 1994 году. Хотел погостить. Просто в гости приехал дядя и так и остался. И где-то в 2008 году мы решили фермерским хозяйством заниматься. И до сих пор вот результат немножко расширяемся. Начинал с 10 голов. Взял в аренду старые фермы советских времен. Сейчас там молодняк и мясное стадо. Всего в хозяйстве 280 рогатых. Говядину поставляют на переработку и в бюджетные учреждения. Кормовую базу заготавливают сами. Семена закупают в Кирове, сеют овес, многолетние травы. В этом году вышло 800 тонн сенажа и 450 сухого сена. Давление санкций, говорит фермер, ощутили. Запчасти даже отечественные на технику подорожали. Но трудности не пугают. Мечта Имзари – развивать переработку. Пока есть только небольшая сыроварня. Сначала молоко охлаждается, затем пастеризуется при температуре 75 градусов, после чего поступает в сыроварню. Сюда добавляют итальянский сычужный фермент, впрочем, можно заменить его и на российский. 1,5 часа и сырная масса выкладывается в форме. А на выходе сыр крестьянский, мягкий, не соленый. Итальянскую нотку для сквашивания по-прежнему заказывают в Екатеринбурге, пока поставки не прекратились. Сыр идет в основном на выпечку, и часто это национальные изделия собственного производства. Всегда пользуются популярностью. Можем переработать около 900 литров молока в сутки. И вот перерабатываем на мягкий сыр. Мягкий сыр на переработку, на выпечки. И реализуем там Сыктывкар у себя на пекарню. У фермера есть и своя пекарня в Черном Яре. Свежий хлеб, хачапури, булочки, пирожки с разными начинками расходятся по магазинам и ярмаркам. Если будет поддержка со стороны государства, говорит Имзари, готов еще одну ферму держать. Рынки сбыта налажены, силы и желание работать есть. Ольга Коняева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Усть-Вымский район.